Dostlar, bizim canlı efirimiz devam etmekte ve görgeniniz gibi biz Gülcan'la yan yanaşa oturamız ve elbette de bizim stüdyamızda misafir. Lakin kaydetmek istedim ki Gülcan medallen otura. Gülcan nasıl medal? Көресің, pek güzel medal, men bilesem. Ama pek arzu eter edim ki onun sahibi olmağa aziz teleseyirciler. Ama menimki degil, men bilesem bana pek kelişi. Kısmet olsa da mende öyle şeyler olacak. Men bilesem medaller böyle bir kişiye kelişi, lakin onun sahibi olmak için çok semereli çalışmak gerek dostlar. Şunun için keliniz endi sözüne böyle bir sözmeyip bizim misafirimizle böyle bir takdim ettik. Bizim stüdyamızda Tay boksu boyunca idmancı Enver Yunusov. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sabahlar hayır olsun. Sizге de. Nasılsınız? Sabahınız nasıl başlandı bugün? Ну, утро мое начинается всегда как с зарядки. Утром я просыпаюсь, делаю зарядку, завтракаю, собираюсь на работу и иду на работу. Böyle spor çeşidi hakkında aytsanız, kaçıncı böyle seneden başlayıp bu boks çeşidinin uğraşmağa başladınız ve ne sebepçi oldu? С боксом, получается, я начал заниматься еще с 2005 года. После 9 классов я поехал учиться в Харьков. Вот, и в Харькове, то есть я начал заниматься боксом. Начал заниматься именно боксом, классический бокс, классика. И после тренировки бокса приходил другой тренер, там другая секция тайского бокса. Я на это смотрел, ну, мне понравился красивый стиль, то есть такие красивые удары, все так замечательно. И внутри у меня было волнение такое, что думаю, а как пропускать такие удары, это так больно, наверное. И я решил попробовать это все, то есть решил попробовать на себе. Я записался на секцию тайского бокса. И уже на третьей тренировке, у нас как проходила там совместная тренировка с другими клубами, и я попросил тренера, а можно я тоже с вами пойду? Там у него уже были там первые номера на тот момент, а он мне говорит, Энвер, еще же рано. Он говорит, у тебя только третья тренировка будет, ты уже просишься там на спарринге в другой клуб. И я же говорю, ну, я хочу попробовать. Он говорит, раз хочешь, говорит, я запрещать не буду. И он берет меня на совместную тренировку. И получается так, что мы приходим в другой клуб, и мы стоим по очереди с одним, со вторым, с третьим. И я еще спортсменов не знал, первых номеров, да. И я становлюсь в спарринг. Парень, зовут его Дима Костенко, да. Он на тот момент, мы его терминатором называли. Я еще не знал. И он мне по печени треснул хорошенько. То есть я присел на колено, думаю, хорошо. И вот здесь вот внутренняя злость у меня началась. И я начал с этого момента упорно тренироваться, работать над собой, работать. Көреміз ки çok böyle medalleriniz ve yarlıklarınız, onların böyle sayısı türlü men bilesem birinci, ikinci, üçüncü bir sahada böyle resimlerle donatılgan altın böyle medaller. Aysanız birinci böyle galibiniz hatırınızda mı ve nasıl yerde bu olup geçti? По медалям, ну, история такая вот, что была, почему вот захотел одну медаль, вторую медаль, третью медаль. То есть я ставил цели всегда перед собой. Первая цель была это попасть на совместную тренировку. Вторая цель была у меня уже чуть повыше, чтобы у меня была бумажка, просто бумажка, там диплом какой-нибудь, что я участвовал где-то на соревнованиях. И получается так, что первая медаль, это был у нас кубок слабоженщины по рукопашному бою. Рукопашный бой, кубок слабоженщины. И я выхожу туда, то есть это прошел буквально, наверное, полмесяца тренировок. Также самые тренеры попросился. И бой, то есть соперник у меня был парень, я уже не могу вспомнить его фамилию, то есть я выхожу, и я не знаю, как бы что делать. И получается так, я с перепугу ударом, я даже не думал, ну так получается, он на меня идет, и я его с перепугу, у нас удар есть бэкфист, да, круговой удар. И я ему попадаю, именно случайно, наверное, я ему попадаю, смотрю, его перед собой нету. А где он? А он лежит. То есть так получилось, что
я вот этот бой, это самый первый мой бой, я его выиграл и еще... Нокаут. Да, нокаут там получается. И получается, у меня грамота, дальше, ну, надо же медаль. Надо же, чтобы на стенке была медаль. Так же самое, вторые соревнования, у меня получилась медаль. Третье соревнование, медаль. Четвертое соревнование, медаль. Я каждый раз хотел, чтобы 2 было медали, 3 было медали, 4 медали было. И так оно и продолжалось. А потом уже, как получается, уже потренировался, то есть годик-два, я уже думаю, что год-два это так много, я уже там столько знаю. Ничего подобного. Отзанимался 10 лет, знаю, что я еще и на 10 лет мало чего знаю. То есть все время границ наших возможностей никогда нет. И то есть рост всегда должен быть. Везде рост должен быть всегда. Инвербей, такой вопрос. Знаем, что тайский бокс, это называется бой 8 конечностей. Чем отличается от классического бокса, Ну, тайский бокс? Классика бокса – это в основном работа руками. Работа идет руками. Голова, корпус. В тайском боксе совсем все по-другому. Стиль боя, то есть манера ведения боя и техника ударов. В исполнении ударов происходят удары руками, все удары руками. То есть плюс локти, удары локтями. К тому же ноги, колени и удары коленями. То есть работа колен идет по всему корпусу, от головы до самых ног, бедер. Вот. И, конечно же, техника, то есть ведение, то есть постановка стойки, совсем все по-другому, как от бокса. Мы знаем, что вы успешный тренер. Расскажите про своих подопечных. Какие награды они уже, обладатели каких наград? Ну, мы начали, я открыл секцию тайского бокса, вот именно в Бахчисарае, это вот в прошлом году, в сентябре месяце. То есть прошел год и 2 месяца, да, получается. И на протяжении этого времени мы уже выступали практически на всех соревнованиях. Уже 5 или 6 соревнований у нас прошло. И, получается, мы первый раз выехали, я команду с собой взял, малыши и дети, от 6 до 14 лет. Мы поехали на соревнования. Мы не особо удачно так выступили, но призовых мест было очень мало. Но по последнему чемпионату, вот недавно проходил у нас в городе Саках, чемпионат Крыма по тайскому боксу, участников было очень большое количество, 250 участников только лишь было, свыше 250. Приехали у нас из Сочи, из Краснодара, с Ростова-на-Дону, то есть гости из России приехали. И то есть соревнования были высокого уровня. То есть. И спортсмены мои подопечные показали такой результат. То есть 8 человек я вывозил, 8 спортсменов. Из них 5 первых мест, 2 вторых и 1 третье место. То есть ребята, они выступили, довольные, все, родители все довольные. Вот это самое главное. А за пределами Крыма выступали? А лично я или Лично вы и ваши подопечные? за пределами Крыма подопечные мы еще пока не выступали. Я, конечно, ездил. Летали мы в Калининград на Кубок России по тайскому боксу. Калининград. Ну и практически, когда еще при Украине, то есть объездил всю Украину и Россию, и ближний зарубеж. То есть, Машалла, Энвербей, азиз телесерчилер, şimdi bir sırrını açacağımız. Boksмен oğraşkan insan, böyle hoca, men bilesem 9 fenlerinin hocası, men bilesem teknikumda çalışasınız ve böyle fenlerini bizim balalarımız için beresiniz. Mına böyle hesap sahasında mütehassıs olgan insan, böyle men bilesem spor çeşitinin uğraşması bu akılga sığan şey mi? Получается, работаю я в техникуме, то есть вот с сентября месяца я поменял работу. Работаю сейчас преподавателем в техникуме, преподаю в техникуме порядка 9 предметов. То есть, и параллельно в этом же техникуме занимаюсь с ребятами. У меня секция, то есть кружок тайского бокса там. И тренирую я так же самое. У нас в техникуме много сирот есть. Ну, дети такие, с ними надо работать. Если их отпустить, то будут они шататься на улице и все остальное. То есть, и работаю вот в основном с ними. И есть Образование ваше? образование у меня высшее. Закончил я университет радиоэлектроники, специальность прикладная математика. Вот.
И сейчас вот работаю уже в техникуме по специальности. Получается, тайский бокс – это ваше увлечение, ваше хобби. Мое хобби, да. Сколько деток тренируется у вас? Порядка Какая возрастная категория? от 6 до 14 лет, порядка 40-35 человек. И плюс еще взрослые вот, студенты нашего техникума. Ана бабаңыз сізні бөле ішке қол тұтқаныңызда насыл мұнасибетлерде болундылар? Қол тұттылар ма сізге? Родители, как, конечно, они рады, довольны, то есть я все время чувствую поддержку родителей, то есть отца. Вот. То есть я знаю, что он рад, что я работаю тренером, что работаю преподавателем, то есть занимаюсь обществом. То есть они, конечно, очень рады. Мне это приятно, я этим питаюсь. То есть поддержка от них идет колоссальная. Машалла. Вы сейчас сами не занимаетесь, вы тренируете. Заниматься, чтобы не заниматься, ну нет такого. Я имею в виду на Соревнования. соревнованиях, да. Нет, на соревнования я уже не готовлюсь, потому что если готовиться на соревнования, это надо тренироваться каждый день и 2-3 раза в день, потому что надо показывать результаты, то есть их надо заслужить, то есть заслуживается все на тренировках. По времени у меня, конечно же, такого масштабного времени у меня нету, поэтому я тренируюсь от случая, то есть хожу в тренажерный зал, и в основном вот работа, тренажерный зал и ребята. Тяжело ли совмещать преподавательскую деятельность и тренерскую деятельность? Нет, там общество, здесь общество, там учишь чему-то, здесь тоже чему-то учишь. То есть специальность, конечно, разная. Там, например, материаловедение, либо охрана труда, а тут как надо бить, как надо работать. И, Примерный преподаватель потом, как надо. между прочим, в группах тишина всегда. В группах тишина, слушают, ребята молодцы, то есть я доволен. Мы знаем, что и девочки занимаются тайским боксом. У вас в группе есть девочки? Есть. У меня есть будущая чемпионка Саша Макарова. Ей 6 лет. Вот. С ней такая вот ситуация была. То есть родители привели ее. Родители раньше тоже занимались кикбоксингом, там, тоже боевыми искусствами. И получается так, что она на протяжении полугода, где-то полгода, она приходила, она плакала. Она, плаксой была такая, что она плакала. Ее мама подходит и говорит: Энвер Серверович, ну, что нам делать? Ну, плачет она, плачет. Я говорю: терпите. Ну, а что делать? Я терплю, и вы терпите. То есть, вот эти слезы, то есть это, конечно, на них смотреть не особо приятно, то есть когда ребенок плачет. Терпите. И теперь прошло полгода, она перестала плакать, и то есть она уже среди детей, она образцовая, то есть как номер 1, можно сказать, по технике. Я, конечно же, девочку в пару не ставлю, на отработке ударов не ставлю, только лишь у нее своя программа на передвижение, на движение, направленную технику удара. И она ребятам показывает, как надо бить, как надо правильно корпус довернуть, то есть у нее это хорошо получается. Наверное, гены от родителей перешли, и получается, она работает, и я других мальчиков, смотрите, как девочка работает, а вы мальчики. Я говорю: чуть-чуть подрастете, она ж вас гонять скоро будет. Вот поэтому и они внутри, у них задор идет, они, как эта девочка, у нас мальчиков будет учить драться там, правильно? И у них внутри задор такой, они: не, мы лучше. И вот так вот получается. Девочки, конечно, есть. На сегодняшний день на какие соревнования вы готовитесь? Мы готовимся. У нас в феврале мы должны будем проводить открытый кубок Бахчисарайского района. Будем проводить, скорее всего, в Бахчисарае. Там еще календарный план у нас утвердится. Вот как раз у нас скоро будет собрание федерации. И вот на федерации мы утвердим все соревнования. То есть и будем, скорее всего, я так думаю, что будем стараться, чтобы в феврале провести у нас турнир в городе. Потому что получается, что у нас в городе, я судья еще, судья по тайскому боксу, там судья первой категории. Есть мой старший тренер Гаевский Алексей Викторович, он судья уже всероссийской категории. То есть, и есть еще ребята,
Анатолий Агафонов, то есть судья. То есть у нас уже 3-4 действующих судьи, получается, с Бахчисарайского района. То есть только лишь бы, что бы нам не провести соревнования. У нас все есть. У нас есть зал, у нас все есть. Тем более президент Федерации Александр Миновщиков, это человек, он именно что достойный быть президентом Федерации. Он сделал колоссальное число, то есть очень много он сделал для тайского бокса. То есть, если раньше у нас проходили чемпионаты Крыма, и у нас максимум было 50-60 человек, то последний чемпионат Крыма у нас было свыше 250 человек. Вы представляете, да, сколько это уже ребят, это сколько пар, это сколько спортсменов привлечены в тайский бокс. То есть сколько ребят уже не шатаются где-то на улице, а вечером проводят время в спортзале. То есть мы идем, я считаю, в нужном направлении и правильно работаем. Машалла, Энвер бей, афсуски біздің вақтымыз бөлі чегерлене, ве шу себептен біздің ватандашларымызға нені тілемеге істесіңіз? Пожелания нашим телезрителям. Пожелания телезрителям, чтобы поменьше было свободного времени и свое свободное время занимать с пользой. То есть ставить цели, работать в дальнейшем, то есть стремиться к чему-то. Все время цели, стремление к чему-то, и тогда все будет хорошо. То есть не надо деградировать, а стремиться все время к лучшему. Çok sağ olun. Çok sağ olunuz gelgeniniz için pek meraklı ve samimi sohbetimiz oldu. Bu ise teleseyircilerimiz programımızı devam ettiğimiz. Elbette de halkımız arasında böyle bir çempiyon unvanının sahipleri çoktur. Tek Kırım'da değil de aslında da halkara böyle bir yarışlarda yüksek derecede tek Kırım'da değil Kırım Tatar halkını böyle bir yüksek derecede takdim edilir. Elbette de bu insanlardan biz gururlanmak gerekmiz. Doğru sözlerini айтасын Мавиле, мына енді біз спорт ақында лaf жүрсесік. Elbette спорт güzellikнен бағлыдыр. Сіз теніңізді бөлі güzellikке, vücudыңызды бөлі азырлап güzel yapasыңыз ve sağlam yapasыңыз. Ama güzellikнің başka böyle kıyafetleri de бар. Bu kadın kızlarını çok gururlandırған, мен belesem, güzellik sırlarıdır ve siz şimdi böyle acayip tedbirinin sahibi olacaksınız. Buyurunuz.